Состоялось заседание 22-й очередной сессии Якутской городской думы. На повестке сессии рассматривалось 15 вопросов. Основной вопрос – принятие бюджета городского округа город Якутск на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, первое чтение. Сессия проходила с полным соблюдением санитарных норм в связи с коронавирусной инфекцией. Из большого зала велась видеоконференц-связь для городских депутатов, находящихся на удаленной работе. Но проголосовать по регламенту могли лишь те, кто присутствовал лично. Открывая сессию, председатель Якутской гордумы Альберт Семенов сообщил, в зале присутствует 23 депутата, что дает право на проведение сессии городских депутатов. В сессии принял участие исполняющий обязанности главы городского округа город Якутск Евгений Григорьев. На сессии Якутской городской думы недовольство городских депутатов вызвали ранее объявленные планы главы городского округа город Якутск Сарданы Авксентьевой о продаже главного административного здания по проспекту Ленина, 15, где и проходила сессия Якутской городской думы. Причиной такого заявления мэр столицы Якутии обосновал отсутствием денежных средств в бюджете муниципалитета на следующий год. Отмечу, что мнение депутатов Якутской городской думы, представляющих интересы своих избирателей и горожан, никто не спрашивал. Никаких обращений в городскую думу от окружной администрации ни письменных, ни устных не поступало. Считая такую позицию неверной, сколько будет стоить переезд и строительство нового здания со всеми структурами мэрии не ясно. Даже если представить, что здание будет продаваться, то в период кризиса, экономической стагнации, вызванной пандемией, рыночная стоимость недвижимости падает. Как мы можем выставлять на продажу то, что спустя некоторое время или можно продать в 2 раза дороже? Это еще раз говорит о том, что вопрос в целом не проработан. И, конечно, нельзя при первом же удобном случае торговать нашей историей. Также нужно понимать, что здание мэрии – наш общий дом не только сотрудников окружной администрации, но и наших общественных организаций. Здесь собирается Общественная палата города Якутска, Совет родительского комитета Якутска, Совет ветеранов, Координационный совет по предпринимательству, Молодежная палата города Якутска, ну и многие другие. Также здесь проводятся публичные слушания, работает административная комиссия, комиссия по делам несовершеннолетних. В любом городе городская администрация находится в центре города. Как жителю, например, Табаги или Хатас добираться до 17-го квартала, это на самом деле будет очень сложно. Хочу лишь отметить, что приватизация муниципального имущества осуществляется согласно прогнозному плану приватизации муниципального имущества, который утверждается решением Якутской городской думы. Недовольство депутатов, заявление мэра города четко определило ход всей 22-й сессии Якутской городской думы. Депутаты жестко и с конкретными доводами указали окружной администрации о том, что администрация не прикладывает усилий по исполнению бюджета городского округа город Якутск, как по его наполнению за счет налоговых сборов, так и контролю за расходованием бюджетных средств. Особенно возмутило городских депутатов так называемые парашюты для увольняемых чиновников из предприятий, где основным учредителем является муниципалитет, и он же является основным поставщиком финансовых средств для этих предприятий. При этом доходность этих предприятий для бюджета городского округа города Якутск очень низкая. Это касается предприятий, где является собственником город, это акционерное общество, где на законном основании предусматривается дополнительная оплата руководителю в случае его увольнения. То есть, я так понимаю, что пишу заявление, если я руководитель, то мне если я не ошибаюсь, 6 окладов, по-моему. Я могу ошибаться здесь. В любом случае дополнительные выплаты предусматриваются. Скажем так, все эти предприятия, они достаточно серьезно зависимы от бюджета города. И когда предприятие, скажем, суммарная, не выручка, даже чистая прибыль равняется такой же сумме компенсации по увольнению, это же некрасиво. Городские депутаты проголосовали за предложение поручить контрольно-счетной палате города Якутска проверить выплаты административно-управленческому аппарату муниципальных предприятий и акционерных обществ, в которых есть более 51% доли городского округа город Якутск. Депутаты поинтересовались, что делается для взыскания земельного налога.
По данным контрольно-счетной палаты города Якутска, на 1 сентября текущего года долг по нему, без учета пени, составил 582 миллиона рублей, практически сумма, за которую хотели продать здание мэрии. Денег всегда не хватает, да? Другой вопрос, когда мы ставим при формировании бюджета сначала определить приоритеты. Какие приоритеты надо определять. Ну и, к сожалению, за последние годы приоритеты больше идут не на текущее содержание той инфраструктуры, которая есть, да, а в попытке создать какую-то новую инфраструктуру, там новые дороги, новое строительство и так далее, больше идет туда, да. Ну, я, конечно, не буду говорить об образовании и так далее, там тоже достаточно много средств, но поэтому с точки зрения формирования бюджета мне непонятны приоритеты вот бюджетов последних по отношению к тому, что было до. Поэтому, как показывает результат, который мы имеем, да, город стал грязнее, хуже убираться. Вопросы, в том числе и с собаками, с мусором, это же текущая работа. Когда это говорит о том, что приоритеты на текущую деятельность, на эксплуатацию стали хуже. Обсуждение бюджета городского округа города Якутск на 2021 год и плановый период на 2022-2023 годы проходило на достаточно высоких тонах. Председатель комиссии Якутской городской думы по бюджетно-экономической политике Сергей Черных доложил, что доходы бюджета городского округа в 2021 году составят 8 миллиардов 20 миллионов рублей, а расходы 8 миллиардов 421 миллион. Таким образом, дефицит следующего годового бюджета Якутска определен в 400 миллионов, что составляет допустимые 5%. А вот в 2022 и 2023 годах окружная администрация видит бездефицитный бюджет. У нас депутата беспокоило по здравоохранению. Вот действительно такое трудное время, как новый коронавирус, инфекция COVID-19, статьи здравоохранения 0, 2021 год стоит. Поэтому Саргалана Афанасьевна, депутат Якутской городской думы, выступит о том, что протокольно включить какую-то долю финансирования по здравоохранению для профилактики таких заболеваний, как СПИД, как сифилис, прочее, как санитарно-просветительную работу вести через средства массовой информации. Разъяснение нашему населению, чтобы было. И чтобы профилактика онкологических заболеваний и других заболеваний, которые очень информацией владели наши, то же самое коронавирусной инфекцией, что владели наши жители города Якутска. Председатель контрольно-счетной палаты Якутска Руслан Неустроев обратил внимание на ряд нарушений бюджетного кодекса и своих же нормативно-правовых актов со стороны окружной администрации города Якутска. А в прогнозе социально-экономического развития городского округа не включены большинство отраслей – ЖКХ, промышленное производство, малое предпринимательство и дорожное хозяйство, IT и связь, малое предпринимательство и туризм. А ведь именно малое предпринимательство дает четверть всех доходов городского округа – более 2 миллиардов рублей, и необходимо это учесть. Комиссия по бюджетно-экономической политике Якутской городской думы внесла предложение о возмещении недополученных доходов по вывозу твердых коммунальных и бытовых отходов из неблагоустроенного жилфонда на 15 миллионов рублей.
профинансировать муниципальную подпрограмму оказания медицинской помощи населению, информированию о распространении социально значимых заболеваний, способу пропаганды, мероприятия профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни на 5 миллионов 375 тысяч рублей и финансирование агропояса столицы республики в сумме 18 миллионов 220 тысяч рублей. Еще 40 миллионов рублей комиссия предложила выделить в следующем году на укрепительно-восстановительные работы объектов образования и 10 миллионов на обеспечение их безопасности. Заместитель председателя Якутской городской думы Евдокия Евсикова отметила, что все рекомендации постоянных комиссий Якутской гордумы и предложения депутатов на очередной сессии окружная администрация города Якутска обязана принять в работу и должна отработать до конца. Городская дума в первом чтении единогласно приняла бюджет города Якутска на текущий год и на 2021 год, а также плановый период с 2022 по 2023 годы. Да, бюджет 2021 года сложный, но при системной работе многие вопросы решаются. Конечно, депутаты, как народные избранники, следят за тем, чтобы не ущемлялись интересы горожан. Прежде всего, все основные социальные программы остаются не ниже уровня 2020 года, с учетом роста заработных плат бюджетникам. Как мы знаем, хорошие новости пришли в этом месяце. Переселение из ветхого и аварийного жилья в Якутской республике совместно с Фондом содействия реформирования жилищно-коммунальному хозяйству вкладывает более 5 миллиардов рублей. При этом основное финансирование будет в 2021 году. Деньги идут через республиканский бюджет. То же самое по школам. За счет федеральных средств предлагается построить целый ряд новых школ, в основном в пригородах Якутска. Также найдены средства на проектно-сметную документацию к 2 пристроям школ в центре Якутска. Поэтому город никак нельзя назвать обделенным. Спасибо народным депутатам республики от города, которые подключились к работе с городским бюджетом. Мы с ними находимся в постоянном контакте. Сейчас начинается работа над бюджетом города в режиме второго чтения. 23 декабря у нас состоится сессия, на котором мы должны будем принять бюджет города. Депутаты Якутской городской думы проработали всю повестку сессии. Ряд вопросов оставлен на доработку. Решением 22-й сессии Якутской городской думы присвоено имя Сергея Георгиевича Черных, героя Якутии, командира якутского ОМОНа средней школы номер 16. Имя Елизаветы Юльевны Келли-Пелли, заслуженного учителя Якутии, присвоено средней образовательной школе номер 26.